Решаем проблемы сообща. В Министерстве образования и науки Чеченской Республики прошло совещание по проблемным вопросам в сфере образования в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. Лучшие из лучших. В Чеченском колледже экономики и управления прошла церемония награждения победителей конкурса «Преподаватель года Чеченской Республики-2014». Учимся сами и учим других. В республике прошел обучающий семинар для специалистов, работающих с глухими и слабослышащими детьми. Поиски талантливой молодежи. В Чеченском государственном университете стартовал проект Федерального агентства по делам молодежи России «Арт-Квадрат». В Министерстве образования и науки Чеченской Республики прошло совещание по проблемным вопросам в сфере образования в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. Совещание проходило под председательством заместителя министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Одесса Байсултанова. Хочу отметить, что отсутствие возможности обеспечить детей дошкольным интеллектом в свою очередь обуславливает негативные процессы в области трудоустройства. Руководители Министерства образования республик Северо-Кавказского федерального округа выделили несколько злободневных вопросов и поделились своим видением их решения. Обсуждали развитие системы образования, какие проблемы. Это нехватка квалифицированных кадров, это слабая материально-техническая база профессиональных учреждений, также проблемы наших вузов, то, что сегодня вузы именно Чеченской Республики не имеют общежития. То есть все эти вопросы были обсуждены. Мы очень надеемся, что благодаря этому совещанию, что проблемы, которые стоят в системе образования, тоже будут решены. В целом по округу во многих школах нет спортивных залов, водопровода, центрального отопления и других условий для проведения полноценного учебного процесса. А 2/3 зданий школ построены более полувека назад и нуждаются в капитальном и аварийном ремонтах. Мы анализировали эту проблему. В основном, конечно, это касается больших городских школ, там, где, значит, до 1500–2000 обучающихся. Поэтому, конечно, здесь первое – это оптимизационные процессы, которые мы сами должны провести. А второе – это, конечно, создание условий и расширение той базы, которая на сегодняшний день есть. В этом году количество учащихся общеобразовательных школ в Чеченской Республике составляет более 240 тысяч человек, тогда как имеющиеся в республике школы в совокупности рассчитаны лишь на 71 тысячу учащихся. В итоге в более 50 общеобразовательных учреждениях около 11 тысяч обучающихся вынуждены заниматься в 3 смены. Министерством образования и науки Чеченской Республики в сентябре текущего года завершена работа по заключению госконтрактов с подрядными организациями. На всех 8 объектах образования в начале строительства на 2014 ведутся строительные работы с опережением графика производства работ. Взятые обязательства по исполнению соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и правительством Чеченской Республики будут завершены в срок. Благодаря Рамзану Ахматовичу в последние годы в системе образования происходят очень большие преобразования. И благодаря программе «Юг России» мы надеемся, что к началу 2020 года, что проблема трехсменки, которая сегодня существует, она будет решена. Для того, чтобы ликвидировать трехсменное обучение, Министерство образования и науки Чеченской Республики ведет практическую работу по реализации федеральной целевой программы «Юг России», которая рассчитана на 4 года. В рамках первого этапа этой программы в течение 2 лет планируется строительство 32 общеобразовательных школ на 17,5 тысяч мест. В этом году начато строительство 8 школ вместимостью в общей сложности около 5000 ученических мест. В рамках второго этапа данной федеральной целевой программы планируется внесение предложения о включении мероприятий по строительству 31 общеобразовательной школы на 15 тысяч мест. В их числе и 2 специальные коррекционные школы-интернат на 200 мест каждая. В ходе совещания также Одесса Хасаевич озвучил, что он разговаривал с министром образования и науки Российской Федерации. В ходе террористической атаки была полностью практически разрушена 20-я школа города Грозного. На второй же день Рамзан Ахматович дал поручений. Как сказал Рамзан Ахматович, 1 февраля эти дети обратно пойдут в 20-ю школу. То есть, хотя сегодня на совещании была озвучена эта проблема, не ожидая, скажем, помощи со стороны Министерства образования и науки Российской Федерации, в принципе, республика уже начала эту работу.
Адис Байсултанов выразил уверенность в том, что озвученные проблемы можно решить. Для этого необходима лишь заинтересованность руководителей Министерств образования регионов и принятие ими необходимых мер для их решения. Следующая встреча заместителя министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации состоится в городе Дербент, Республики Дагестан. В Грозном подвели итоги республиканского конкурса педагогического творчества и профессионализма «Преподаватель года Чеченской Республики-2014». В конкурсе, который стартовал в ноябре этого года, принимали участие педагогические работники учреждений среднего профессионального образования. Церемония награждения победителей прошла в Чеченском колледже экономики и управления. Республиканский конкурс «Преподаватель года» по сравнению с конкурсом «Учитель года» очень молодой. Ему сегодня исполнилось 5 лет. К нам в учреждение приходят выпускники школ на базе 9 классов и на базе 11 классов. Вот с целью того, чтобы выявить творчески работающих преподавателей, проводится конкурс «Преподавателя года». Конечно, работа оценивания педагогического профессионального таланта каждого преподавателя была очень сложная, трудная, кропотливая. Но, несмотря на это, в спорах, в различных таких моментах все-таки были выявлены победители и призеры. Конкурс проводился в 3 номинациях: «Лучший преподаватель специальных дисциплин», «Лучший преподаватель общеобразовательных дисциплин» и «Лучший молодой преподаватель». Свое профессиональное мастерство педагоги показали на открытых уроках. Как признала председатель жюри Малика Исаева, у каждого были свои сильные стороны, и выбрать лучшего было непросто. Мы старались ориентироваться не на ваши амбиции, амбиции подводят. Мы пытались ориентироваться на ваш личностный ресурс. Ресурс – это то, что бесконечно воспитает. И я очень надеюсь, что мы были максимально объективными. Есть естественные технические дисциплины, которые не столь зрелищные. Есть творческие профессии, которые обладают таким ресурсом, который позволяет выглядеть это более как шоу. Места, пьедестал – это все абсолютно ритуал. Самое главное – ваш рост, ваш личностный рост. И вместе с вашим ростом это рост самого важного, что есть у нас, это наше будущее, это наши дети. Дипломами первой степени республиканского конкурса «Преподаватель года Чеченской Республики-2014» удостоены Зарган Басаева и Залина Шахмирзаева, обе преподаватели Грозненского техникума моды и дизайна. Надо отметить, что преподаватели этого учебного заведения становятся победителями конкурса уже 2-й год подряд. Мой папа, он всегда с детства мне говорил: если ты что-то делаешь, то делай это хорошо, либо вообще этого не делай. Первое место для меня это было полной неожиданностью, но я очень рада, что я не подвела ни свой коллектив, который мне во всем помогал. Любой конкурс – это серьезная подготовка, но так как мне нужно было работать с молодыми преподавателями, я с ними готовилась. Но в последний момент получилось так, что я стала участвовать в конкурсе. Общение с коллегами и умение, наверное, просто других преподавателей держаться на сцене, я для себя очень много полезного извлекла из этого конкурса. Ну и перед студентами ответственность. Если тебя называют лучшим, то, наверное, это не так легко, чтобы соответствовать этому званию лучшего. Шахмирзаева Зарина – молодой преподаватель, которая пришла в этот техникум совсем недавно. Но она показала на этом конкурсе свою компетентность, свой педагогический талант на уровне даже тех преподавателей, которые у нас в образовательном учреждении работают давно. Точно так же Басаева Зарган – творческий человек, работает с молодежью с интересом, креативный человек, все время в процессе своей педагогической деятельности ищет все новое и новое. За активное участие в республиканском конкурсе «Преподаватель года-2014» почетными грамотами Министерства образования и науки Чеченской Республики награждены и 13 учителей среднего профессионального образования.
За плодотворную работу и проявленную высокую компетентность в ходе оценки профессиональных навыков и выявления творчески работающих преподавателей в республиканском конкурсе почетные грамоты Министерства образования и науки Чеченской Республики вручены и 4 преподавателям вузов, членам жюри конкурса. В республике прошел 4-дневный обучающий семинар для специалистов, работающих с глухими и слабослышащими детьми. Его организовало Министерство образования и науки Чеченской Республики совместно с автономной некоммерческой организацией Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «Суваг» и научно-образовательным центром социальная защита детей и молодежи Московского государственного гуманитарного университета имени Михаила Шолохова. На обучающий семинар в республику прибыли специалисты и эксперты по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья из Хорватии, Австралии и Москвы. В первый день пребывания в Министерстве образования были зачитаны доклады, в которых поднимали такие вопросы, как необходимость создания условий для повышения качества образования детей с ограниченными возможностями. Курсы посвящены повышению квалификации работников, руководящих работников, педагогических кадров, которые находятся в системе образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. Система образования детей-инвалидов, конечно, она сегодня является актуальной. Не только сегодня, она всегда была актуальной, просто последние 10 лет она приобрела новую значимость в нашей стране, потому что лично этому уделяет и президент, и он курирует эти вопросы непосредственно в нашей стране. Демонстрация акустического устройства прошла в рамках обучающего семинара для преподавателей школ-интерната глухих и слабослышащих детей. Чтобы показать более эффективные методы использования оборудования, из Хорватии в республику прибыли создатели инновационного технического аппарата. Именно так проходят уроки со слабослышащими. Говори, что? То, что мы сделали за последние 5-6 лет, в общем-то, европейские страны, мировые страны проходили лет за 15, за 20. Я, в частности, сейчас руководитель проекта по глухим детям, по кохлеарной имплантации. И наличие здесь как раз специалистов с Хорватии обусловлено вот этим проектом. То есть мы часть у вас проводим этого мероприятия, а часть в Москве с четверга начиная. Это очень важная задача. Почему? Потому что наше государство, как и на проект «Доступная среда», то есть инклюзив, так и на кохлеарную имплантацию тратит очень большое количество денег. И правительственные комиссии, которые сегодня работают в этом направлении, хотели бы знать эффективность отдачи. И мы сами хотели бы знать, и для этого Министерство образования создало вот такой проект, цель которого проанализировать ситуацию, выработать программы дальнейшей реабилитации детей, подходов к этой проблеме и совершенствование механизмов, конечно, всех этих вопросов. Ну и, естественно, принятие по этим направлениям соответствующих мер. В основном учебная программа проходит в учреждении на языке жестов. Однако для тех, кто воспринимает хоть какие-то звуки, шансы научиться разговаривать увеличиваются. В этом им и помогает специальный электроакустический аппарат. Это электроакустическое оборудование. Djeca s kohlearnim implantom. Дети с искусственной улиткой. Preko ručnog mikrofona. Через ручного микрофона. Slušaju svoj glas. Они слушают свой голос. I glas svog rehabilitatora. И голос своего реабилитатора. Pri tom su osigurani izvrsni akustički uvjeti. А в этом у нас очень хорошие, качественные акустические условия. Bez te opreme, без этого оборудования, dijete loše čuje svoj glas. Ребенок очень плохо слышит свой голос. Zato što je mikrofon smješten iza uha.
потому что у него микрофон находится из-за его уха, поэтому плохо слышит себя. A tako nije moguće ostvariti dobru akustiku. А этим способом трудно образуется хорошая акустика. Vi znate da svi spikeri drže mikrofon ispred usta ili tu. Да, вы знаете, что все телеводители, у них всегда микрофон перед губами. Nitko od njih ne drži mikrofon У tu. никого не находится за головой. Razlika u glasnoći je i do 30 decibela. Разница в громкости достигает 30 децибелов. A akustika prostora, odjek i buka kvare tu akustičku sliku. А все шумы, значит, акустика помещения, они нарушают акустическую картину. U slučaju kad je mikrofon pred ustima djeteta, В случае, когда микрофон находится перед губами ребенка, te smetnje su eliminirane. таких нарушений ничего не мешает. Минобразование очень сделало большой подарок. И наш глава Кадыров Рамзан, когда первый раз увидел один этот аппарат и заинтересовался, что это за аппарат, естественно, он быстро откликнулся. И на сегодняшний день мы имеем почти во всех младших классах всю эту аппаратуру. А аппаратура стоит миллионы, дорогая аппаратура. И, конечно, она очень удобна в работе. И результаты работы с этой аппаратурой чувствуются с первых занятий. Дети улавливают тон разговора, интонацию разговора, различают логическое ударение, различают словесное ударение. Это помогает детям лучше говорить, а значит, чем лучше будут говорить, тем они быстрее будут в социуме развиваться. В рамках семинара были и лекционные занятия, но уже посвященные нормативно-правовым и психолого-педагогическим аспектам профессиональной компетентности преподавателей, обучающих детей с ограниченными возможностями. Учителя наши и педагоги, которые работают непосредственно с детьми, далеко не всегда они знают те или иные позиции закона об образовании. Да? И вот здесь наши занятия по существу помогают им понять, что обозначает тот или иной пункт, та или иная позиция, чтобы было понятно каждому педагогическому работнику, а как на его работе отразится понимание того, что, так сказать, написано в законе, и как он должен выстраивать свою деятельность так, чтобы его работа соответствовала закону Российской Федерации об образовании. И специалисты, которые приезжают в нашу республику, и сами педагоги признают полезность таких семинаров и считают, что это доброе сотрудничество должно продолжиться. В Чеченской Республике стартовал проект Федерального агентства по делам молодежи России «Арт-Квадрат». Чеченский государственный университет – первый вуз Северного Кавказа, в котором заложено начало реализации программы развития деятельности студенческих объединений на 2014 год. Региональный фестиваль молодежной культуры направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи от 16 до 30 лет в сфере культуры и искусства. Этот проект каждый год имеет свою смену в Селигере, и таким образом масштабы расширяются. В этом году нам очень сильно повезло при поддержке именно в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений нашего университета на 2014 год. Мы проводим региональный фестиваль молодежной культуры «Арт-Квадрат». Проект действует уже не менее 5 лет. Стартовая точка на Северном Кавказе – это Чеченский государственный университет, что на самом деле для нас это является предметом гордости. В проекте участвуют 25 человек, которые соревнуются за право быть лучшими в 8 номинациях. Это рок, рэп, эстрадный вокал, национальный фольклор, мода и танцы. Каждого конкурсанта зрители встречают бурными аплодисментами. Четкость, с которой выступают участники фестиваля, говорит о том, что подготовка была основательной. Однако реакция зала на выступление группы, которая исполнила брейк-данс, говорит о том, что большинству особенно понравился их танец. В каждой номинации шла напряженная борьба, но выбор в определении лучших за жюри, которое состоит из проректоров и преподавателей Чеченского государственного университета.
Вот такой яркий, красочный, сочный праздник, он очень важен для молодежи, которая сегодня нуждается, наверное, вот на наш взгляд, вот в таких мероприятиях, которые консолидируют эту молодежь, собирают ее вместе и дают возможность расти не только как вот, получая профессию, но и расти в смысле того, чтобы у них была культура высокая. И я очень надеюсь, что на следующий год, когда мы будем проводить такой же региональный конкурс, что все дипломы первой степени обязательно заберет чеченская молодежь. Жесткая конкуренция, которая длилась 2 часа, наконец выявила победителей. В их числе оказался и чеченский рэпер Докер. Я участвую не в первый раз, выигрываю не в первый раз. Конечно, я шел только за победой. Это, конечно же, очередной опыт участия в таком масштабном проекте, федерального масштаба проекта «Арт-Квадрат». Эмоции просто переполняют. Ну, помимо того, что они получат дипломы и ценные призы, они получат возможность поехать в первую смену международного форума «Селигер», именно «Арт-Квадрат», где они будут уже на всероссийском форуме состязаться. А победители уже смены «Селигере», они получают возможность выступать на самых крупных площадках федерального уровня. Такие как выставки показа мода у Mercedes-Benz и в дальнейшем в различных домах. Реализация проекта «Арт-Квадрат» в Чеченской Республике стала возможной благодаря поддержке спонсоров. Один из них – журнал «Деловой Грозный». Мы хотим поддержать чеченскую молодежь республики. Рады, что мы первые спонсоры такого проекта, который будет участвовать впервые на Северном Кавказе даже. Арт-проект. Спасибо этой компании тоже за то, что они провели такой масштабный конкурс в Чеченской Республике. И, конечно, выявили именно тех людей, которые находятся на Северном Кавказе. Да? В частности, наши ребята тоже, которые живут в Чеченской Республике. Все участники конкурса получили ценные призы, грамоты и заряд положительных эмоций. По словам организаторов, проект «Арт-Квадрат» продолжит свое шествие и будет проходить в Чечне ежегодно. С каждым годом значительно будет увеличиваться и число номинаций.